Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, кого сейчас нет рядом. Тема звучит так. Когда он появится? Появится ли в ближайшее время? Либо ждать его придется? Как оно все будет? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени. Спросите у него, появишься ли ты в ближайшее время? Либо когда тебя ждать? И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы знаете, у него все дороги идут к вам. Да, все дороги ведут его к вам. Мыслей очень много. Мыслей много. Вот хочу прямо сейчас закрыть глаза, и я с ней. Я хочу к ней увидеть, обнять, поцеловать. Да просто посмотреть на нее вживую хочу, да, не на картинке, не там по видеосвязи. Вот глазами своими впитать всю ее красоту. Вот что я хочу. Очень часто думает о вас. И если он вам говорит, что скучает и стремится к вам, это правда. Это правда, он настроен на вас, он тянется к вам, но вы видите, да, нет ни одной прямой дороги. Все дороги как будто бы заблокированы, отрезаны, даже перебиты в каком-то случае. Девчоночки, если он с вами проживает на одной территории, ну в смысле в одном городе, да, и не появляется, никак себя не проявляет. Тут он настолько занят, настолько он забеганный, настолько на него тут навалилось всего, что он просто физически до вас добраться не может. Не знаю, какие-то очень важные задачи, какие-то дела неотложные. Если вдруг он сейчас себе позволит, ну скажем так, взять паузу и приехать к вам, ну, эти последствия могут быть просто катастрофические. Девчоночки, ну, если живете в одном городе, ближайшие несколько дней не ждите. Может быть, не через 5, а то и 7. Вот тогда появится. Появится при параде с подарками, с добрыми словами, с нежными словами. И все будет, и все будет хорошо. Для тех, кто живет далеко друг от друга, ну, допустим, в разных городах, в разных странах, ну вот не может он до вас добраться, девочки, не может, и все. Уже тут бедненький голову все сломал. Как мне к ней доехать? Как мне осилить эту дорогу? Господи, кому он только не обращался, где он только не был. Он ищет вот тот самый, как скажем, золотой билетик, который его к вам переправит. Но что-то не выходит, что-то не получается. Может быть, у него какие-то ограничения на выезд, либо наоборот, какие-то ограничения на въезд. Может быть, еще какая-то неприятность. Но то ли въехать не может, то ли выехать не может, девочки. Локти себе кусает. Воет, как волчонок, понимаете? Одинокий волк воет. От тоски воет. Знаете, как думает, как же так? Ой... Мы же люди, живем в таком огромном мире, там цивилизации, технологии, то, сё, 5, 10. А я не могу быть со своей любимой. Я не могу до нее доехать, не могу до нее добраться. Боже мой, что за жизнь? Ох, плохо ему, девочки. Он на этой почве может либо пить, либо с ума сходить. Вы уж там его поддержите, не знаю, пообщайтесь с ним, что ли, либо почаще с ним общайтесь. Вот, прям тоска у него тут, зеленая тоска. Плохо, девочки. Так, кто в треугольнике? Вот треугольник есть. Ну, там баба его крепко за яйца держит, девчоночки. Простите за сленг, но
прям следит, знаете, такой цербер в юбке, ходит за ним, контролирует, ну, вплоть до того, что он ей даже там телефон на проверку отдает, понимаете? А она там вот так, понимаете, вот так вот схватила его, говорит, попробуй рыпнись у меня, ноги переломаю. Но он ее, знаете, особо не боится, он боится за вас, вот. На вас не хочет тень кидать, вот, чтобы она не узнала о вас. Не знаю, то ли она какая-то шальная, то ли безбашенная, может быть, но опасается за вас. То же самое, девчоночки, в ближайшее время не появится. Не появится. И в данном конкретном случае это желание вас уберечь. Понимаете? Уберечь и не навлечь на вас беды, на вашу голову. У него там какие-то планы, у него там какие-то ходы заготовлены. Ему важно с той женщиной вот, ну, в ближайшие там несколько недель не ругаться. Просто не ругаться. Он ее к чему-то подводит. Может быть, к разводу подводит. Может быть, они уже как бы в этом процессе. И он думает, ой, если она узнает, что у меня есть любимая женщина, то она тут взбесится, да, и все это вот отменит. И не сможем развестись, и опять вот эта вся канитель. И сама она будет мучиться, и меня мучать, и еще и вам какую-то беду причинит. Понимаете, вот так идет. Девчоночки, у кого мужчина в семье, но это не женщина, а, например, родители против вас, там 100% веревки вьют с него. Там, ну, мамочкин сынок, ну, вроде как и нет. Но с другой стороны, он их очень любит. Они это знают, и там кто-то симулирует, либо разыгрывает тяжело больного человека, да? Просто держат рядом и говорят, ну как же ты от нас уйдешь? А вдруг ты там на 10 минут из дома выйдешь, а кто-нибудь возьмет, да и помрет, да, от тоски, от переживаний, либо от какого-нибудь приступа. А как ты с этим будешь жить, зная, что из-за тебя твой родной, дорогой человек не получил помощи, да, кто же там скорую вызовет? Там играют только так. А он этого не видит. Нет. У него глаза влюбленные, да, ну как же, это ж мои родные, мамы, папы, кто там они у него. Вот. И он им позволяет из себя вить веревки. Это ужасно, девчоночки. Здесь надо задуматься, а нужен ли вам этот мамочкин сынок? Нужен ли он? Да, он может без них жить, и да, он хотел без них жить, но они же не отпустят. Они всегда будут играть на его чувствах. Они всегда этими чувствами, как вот этими, знаете, цепями будут тянуть к себе его. Да, это грустная история. Мне очень жаль, но здесь нужно подумать, действительно подумать. А у вас только один вариант быть с этим мужчиной. Это украсть его. Действительно украсть. Уговорить его сбежать. Сбежать вдвоем и быть вдвоем. И так, чтобы, я не знаю, вас считали там, не знаю, пропавшими, там, утонувшими, погибшими, чтобы они как будто бы смирились, сказали, ну все, ну нету сына, да, с кого веревки вить? Не с кого. К сожалению, я не вижу вообще вот в такой ситуации продолжения. Ну станете ли вы бежать? Навряд ли. Вот. А если вы не побежите, так и он не побежит. Что ему тогда бежать? Если будете пытаться выстраивать отношения, ну, они всегда будут придумывать что-то новенькое и действительно играть на его чувствах. К сожалению, извините, да, какие-то бесперспективные отношения. Бесперспективные. Да, так иногда бывает. Вроде и парень хороший, да, и чувства есть взаимные, а вот семья против. Семья против, и тут и вражда, и всякие пакости, гадости, и жизнь испортят. И все равно ж разведут, понимаете? Вот если вот такие, разведут 100%. Подумайте, девчоночки, подумайте, нужен ли он вам. Нужны ли вам такие отношения? Так, для тех, у кого мужчина где-то в командировке и на заработках. Вот тут, девчоночки, вы от него что-то получите. Сначала что-то от него получаете, потом появляется он сам. Кстати, мужчине могут дать какой-то внеочередной отпуск, либо там отгул. Он вам не скажет, абсолютно не скажет, что он его получил, сделает вам сюрприз. Вот тут будет счастье, вот тут будет пир, мир
И любовь такая яркая, жгучая. Ох, 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 не отпустит он вас из кровати. О, такого жару дадите. Так, а здесь мужчина появится быстрее всех. Вот какой-то идет у него отпуск, разрешение. Либо он уже получил, либо получит буквально со дня на день, и сразу к вам. Кого-то, кстати, отыграется, что мужчина уже на пути к вам. На пути. Ох, он вас порадует. То ли подарок такой какой-то купил необычный, дорогой. Что-то раздобыл. Что-то дорогое, красивое. Но вам не нужны эти подарки, вам нужен он. Вы по нему очень соскучились. Девчоночки, появится, сюрпризом появится. Я тоже не буду портить его сюрприз. Дождитесь, вы не пожалеете, все будет хорошо. Так, и еще один момент, еще одна ситуация. Мужчина в интернете, я так понимаю. Вы либо познакомились, либо мужчина заблокировал. Не могу понять, что произошло. Вот вы не столько хотите его лично видеть, хотите получить о нем информацию, либо узнать, что произошло, куда он пропал, куда он делся. Мужчина, кто заблокировал, ну, либо в течение нескольких часов разблокирует, появится в сети, скажем так, да, ну, либо вот день пройдет, и будет у вас с ним общение. Там что-то курьезное произошло. Вы вот думали плохое, это все неправда. Там нет его вины, нет. Какая-то ситуация, может быть, как эти хакеры, как они называются, да, там вирус съел все программы. Его вот как-то учетную запись, да, по-моему, учетная запись, да, в социальных сетях могли угнать, тоже что-то там, спам какой-то рассылать. Там что-то произошло не по его вине. Да, вот какие-то люди вмешались, какую-то гадость сделали, и все. И получилось, что типа он вас заблокировал, либо ну, он не выходил на связь. Он появится, все объяснит, вместе еще посмеетесь, поудивляетесь. Там все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.